Христос посреди нас, дорогие братья и сестры. Мы приветствуем вас в прямом эфире православного канала «Духовный маяк». С вами ведущий Дмитрий Шигапов. Формат нашего сегодняшнего эфира будет несколько иным. Мы представим и познакомим вас с нашим специальным гостем. Если такой формат будет вам интересен, напишите об этом в комментариях, в чате трансляции. Мы ждем от вас, конечно же, обратной связи и периодически будем радовать вас новыми гостями в нашей студии. То место, где мы находимся, Болгорская земля, является уникальным историческим местом. За все время своего существования, сквозь века, это была земля, где рядом друг с другом, бок о бок, взаимно обогащая и поддерживая друг друга, жили самые разные национальности и люди разных вероисповеданий. И сегодня, на сегодняшний же день и до ныне, Болгорская земля остается землей мира. Тема мира и согласия в наше время, конечно же, очень актуальна. И сегодня мы хотели бы обсудить эту тему с российским общественным, политическим деятелем, руководителем партии «Родина» в Татарстане Евгением Анатольевичем Бородиным. Христос посреди нас, Евгений Анатольевич. И есть и будет. Евгений Анатольевич, вы в течение долгого времени работали, жили в Татарстане и фактически были очевидцем и в том числе и участником развития региона. На сегодняшний день, как вы считаете, что положительного в целом происходит в нашем Поволжском округе? Но то, что касается Татарстана, конечно, важно отметить, что Татарстан открыл себя миру. Именно начиная с празднования тысячелетия, подготовка к которому началась задолго до самого празднования, и событие, которое произошло в 2005 году, естественно, очень серьезно раскрыли Татарстан как мало того, что культурный, духовный, но и многонациональный, красочный народ, который действительно один из немногих регионов России, я считаю, действительно открылся всему миру. А если посмотреть развитие событий дальнейшее, это, естественно, и универсиада, это и чемпионат мира по водным видам спорта, это WorldSkills, который сейчас будет в республике, в Казани в частности, проходить. Естественно, границы Татарстана для всего мира становятся шире и шире. Вот вы знаете, маленькое отступление, мне довелось в дни чемпионата лететь с болельщиками из Мексики и Венесуэлы. Я вам честно могу сказать, я давно не испытывал столько впечатлений, сколько я испытал за 1,5 часа полета между Москвой и Казанью. Поэтому первое достижение республики, что она явилась миру во всей красоте. Конечно, огромная работа была проделана как республикой, так и федеральным центром именно по воссозданию памятников архитектуры, именно по воссозданию исторических мест. Естественно, огромное достижение, что мы на сегодняшний момент имеем полностью восстановленный Казанский Кремль. Мы имеем такую сокровищницу, как филиал Эрмитажа у себя в Казанском Кремле. Конечно, это все то великолепие и благополучие именно в плане туристическом, которое делает Казань очень привлекательной. И вот буквально последняя статистика, новогодние праздники, которые миновали. Казань на 3-м месте по количеству туристов. Я считаю, это серьезный показатель. И в бытность, когда я работал при Камиле Шамильевиче Исхакове, мы только мечтали об этом для того, чтобы сделать Казань такой некой туристической меккой, то на сегодняшний момент, конечно, мы видим, как Казань, она процветает, и людей все больше и больше едут к нам в республику. Это радует. Слава Богу, Евгений Анатольевич. Да, конечно, Казань красивейший город и привлекает многих людей. А вот когда вы работали здесь, приходилось ли вам бывать здесь, в Болгоре? И с вашей точки зрения,
какую роль вообще играет этот древнейший город, Великая Болгария? Ну, о булгарах, естественно, я слышал уже давно. О том, насколько это действительно исторически важное место. Но для себя я скрывать не буду. Может, где-то, конечно, это поздновато, но для себя я Булгар не так давно открыл. Именно побывать здесь. Читать доводилось много, смотреть фильмов о булгарах, но именно побывать, посмотреть, так скажем, весь тот труд, который был проделан республикой по воссозданию исторических мест в Болгарии, это буквально, конечно, ну, вот какие-то там 3-4 года. То, что касается булгар, ну, ни для кого не секрет, что это действительно место особое. Булгар действительно обладает огромнейшим пластом историческим. Здесь, я думаю, те работы, которые были проведены, это только часть той масштабной работы, которая еще предстоит в Булгарах. И, конечно, вызывает восхищение то, что наш первый президент, я про Республику Татарстан, Ментимир Шарипович, отдал должное воссозданию исторической памяти этих мест. В частности, через фонд Возрождения мы видим все то великолепие булгар, которое мы сегодня наблюдаем. И, естественно, не может не радовать то, что в этом направлении работа идет. И она очень серьезная, она поддержана на самом высоком уровне, на уровне федерального центра. И я так думаю, что у булгар очень большие перспективы на дальнейшее развитие, продвижение. Ну а то, что касается, как меняется сам Булгар, я проездом в Булгаре был лет 15 тому назад. Недавно. Вот. И то, что я сейчас вижу в Булгаре, это, конечно, очень сильно отличается. Город меняется, город становится более привлекательным, город ухожен. Поэтому в данный момент я считаю, что развитие болгарской земли идет в позитивном, конструктивном и, самое главное, полезном для горожан направлении. Евгений Анатольевич, вот вы вначале сказали в целом о Республике Татарстан, как она расширяется. Во всем мире вообще в целом процессы, особенно взаимодействия на государственных уровнях, взаимно интеграционные процессы, взаимодействия. Вот так заявив о себе, в том числе и болгар, и вы очень правильно сказали, и исторически, и мы это хорошо здесь видим, действительно великий, очень интересный город. В целом, какую роль в этих процессах может сыграть и Татарстан, и в частности и болгары, например? Вы знаете, Татарстан в целом для себя взял очень серьезную миссию. Миссию, так скажем, выстраивания не то что внутри политических, через интеграцию, например, тех же татарских общин с регионами Российской Федерации, но и внешнюю политику. Мне кажется, сколько у нас путешествует по зарубежью Рустем Нургалиевич, еще нужно поискать глав регионов, кто так много ездит по зарубежью. При этом нужно отметить, что, как правило, в программу нашего президента обязательно входит пункт, это встреча с общинами татарскими за рубежом. И это хорошо, это прекрасно. То, что республика ведет эти интеграционные процессы, не то что внутри России, но и на внешних рубежах. Но при этом я считаю, что вот чем здесь очень важна булгарская земля и история булгар, то, что они очень хорошо могут повлиять на развитие вот этих интеграционных процессов. Это каким образом? Каким образом? Вот когда я изучал историю булгар, мы обсуждали, мы провели 2 круглых стола по булгарской тематике. Ведь понимаете, что такое булгар? Это сплетение 2 основных ветвей нашей религии. Православия и ислама.
И если мы на сегодняшний момент видим, что в плане воссоздания исламской части, мусульманской, так скажем, все довольно-таки неплохо, хотя мы видим, что здесь огромный объем работы еще предстоит, потому что мы прекрасно понимаем, что можно в поле много чего построить, но все это еще нужно интегрировать, чтобы это функционировало. И я так полагаю, ведь не случайно вопрос возникал, там, содержание, например, той же Исламской академии. На чьи плечи это переложить, потому что это немалых денег стоит. Естественно, я так думаю, власти республики, вкладывая средства в эти проекты, как на федеральном уровне, так и на местном уровне, во многом надеются на то, что когда-то это будет самоокупаться. Как минимум. Я уж не говорю там о доходной какой-то части. Но, по крайней мере, это будет самоокупаться и не будет обременительным для бюджета. Сколько бы денег не было, их всегда не хватает. Конечно. Мы это знаем прекрасно. Да. Поэтому в данный момент то, что касается, как я уже сказал, мусульманского направления, работа проведена огромная. К сожалению, конечно, пока мы очень мало видим по направлению возрождения православной ветви, развития булгар. Вы знаете, я не буду скрывать, я немножко был раздосадован. Вот полгода, что ли, тому назад я зашел на фонд Возрождения, на сайте правительства республики у нас размещен. И я удивился, там есть статья о булгарах, о истории булгар, о том, какие здесь раскопки проведены, основные элементы древнего булгара, которые воссозданы или воссоздаются. Но, например, ни слова не сказано о святом, который прославил эту землю, Аврааме Булгарском. Ни одного слова. Интересно. А ведь это какая глубина история? Доордынский святой. Совершенно верно. Если мы вспомним историю, то у нас всего 13 доордынских святых будет. Да. То есть в том числе Аврааме Булгарский, который прославил также эту землю не менее, нежели представители, так скажем, ханского двора, которые здесь правили. Поэтому я считаю, что здесь, конечно, упущение есть, но вполне возможно, власти республики, конечно, могут сейчас сделать акцент на то, что большая работа была проведена по возрождению Свияжска, но не нужно забывать и про булгары. И вот именно если грамотно подойти к созданию вот такого некого духовного центра в Булгарах, где будут представители как мусульманской веры, православной веры, да я абсолютно не против, если здесь будут у нас, и, там, предположим, какая-то иудейская община, и в дальнейшем развивать ее, например, как духовный центр евразийской интеграции, этого было просто уникально. Объясню. Вот давайте посмотрим. ЕАЭС. Формат ЕАЭС. 5 членов участников. 5 стран, да. 5 стран. 2 страны мусульманские, 2 страны православные, и одна это Армения, у которой своя ветвь вероисповедания. Но, если мы посмотрим булгары, все то же самое. Все то же самое. Ведь когда Аврааме Булгарский был распят, мы помним с вами, что его тело забрали армяне и похоронили на армянском кладбище. И армяне его почитают также. А посмотрите местоположение булгар, насколько уникально. Его почитают чуваши, его почитают марийцы, его почитают кряшны. Не нужно забывать, это кряшны, это ветвь татарского народа, который просто проповедует православие. То есть иного места я на сегодняшний момент по всему руслу Волги просто не вижу. А Волга, как мы знаем, исторически матушка-река. То есть главная артерия России. Так вот, если грамотно выстроить маркетинг, отойдем сейчас немножко от духовности, уйдем в экономическую часть. Если грамотно выстроить маркетинг возрождения булгарской земли
Если правильно выстроить план мероприятий по созданию здесь грамотного туристического кластера, так еще при этом ему придать международную окраску как духовного центра того же ЕАЭС, а мы прекрасно знаем, что Татарстан отлично сотрудничает как с Кыргызстаном, членом ЕАЭС, так и с Казахстаном. Связи уже есть. Конечно. Связи есть, и они прекрасны. И государства прекрасно сотрудничают. Я думаю, сам Господь сподвигнул, чтобы здесь, на Булгарской, удел Богородицы, то вот именно здесь, в Булгарах, и будет создан этот духовный центр, направленный на толерантное, добрососедское сосуществование всех народов, которые населяют Поволжье. Ну, я немножко сейчас шокирован, если честно, Евгений Анатольевич. Это, ну, такие довольно далеко идущие планы. А вот духовный центр, он что из себя может представлять в вашем понимании? Помимо туристического, тут есть определенные начала, задатки, а в плане духовного, что это может быть? Ну вот, если посмотреть, что в себя, в принципе, может включать, если мы сейчас рассматриваем, например, некий мемориальный научно-образовательный комплекс Авраамия Булгарского, назовем его так, например, условно. Очень логично, между прочим. Вот, хотя очень, да, логично. Опять-таки, вопрос, например, возрождения Казанской духовной академии. Его поднимал и архиепископ Анастасий, и Феофан на сегодняшний момент. Он очень актуален, потому что Казанская академия также имеет огромную, духовную, я имею в виду, огромную историю. И большое значение имела для Русской Православной Церкви. Вопрос актуален, стоит. Почему бы не рассмотреть вопрос размещения той же академии здесь, в Булгарах? Прекрасное место. Казань, это все-таки, я понимаю, столица, но там для будущих, так скажем, священников, вот в этом плане мусульмане, наверное, более грамотные. Они убирают своих богословов от вот этого искушения, которое дает большой город. Вот этот вот блуд, которого, так скажем, очень много в большом городе, они как раз-таки их в такое тихое, спокойное место будущих богословов, имамов, там, хазратов и всех остальных. Вот. Кого планирует готовить академия? Почему не рассмотреть такой вариант строительства духовной академии здесь, в Булгарах? Учитывая, что владыка Феофан очень активно при заступлении на Казанскую кафедру поднимал вопрос возвращения здания академии, которое находится на территории Казанского Кремля. Вот тут, я думаю, можно было найти компромисс очень хороший. И я думаю, республика с радостью пойдет с целью избежать нахождения академии внутри территории Казанского Кремля. Например, как в альтернативу построить здание здесь. Прекрасный, я считаю, способ достижения взаимных договоренностей. Конечно, это строительство, тот храм, который на сегодняшний момент в Булгарах имеется, ну, во-первых, он деревянный, во-вторых, он маленький, он не вмещает то количество верующих и паломников, которые приезжают на эту священную землю. Однозначно нужно ставить вопрос, это строительство собора Авраамия Булгарского. Однозначно. Это однозначно должен стоять вопрос размещения, ну, какого-то небольшого. В принципе, это все можно было оформить как, ну, небольшой монастырь. Вот. Где, конечно, будет и братья в небольшом количестве тоже присутствовать, который будет помогать. Это, естественно, ну, как у нас сейчас любят называть в международных организациях, конгресс-центры, конгресс-холл. Вот. Можно более православно и более глубокое по сути. Да, совершенно верно. Пускай это будет некий, конечно, концертный зал. Вы посмотрите, вот мусульмане прекрасно построили отель. Колгали. Колгали, да. 5-звездочный. Ну все, значит, конгресс-холл нужно построить нам.
И для того, чтобы мусульмане, проводя свои мероприятия, приходили в православный конгресс-холл, а мы наших гостей уважаемых селили в Кулгали. Вот и все. И я думаю, не надо тогда миру всему рассказывать и показывать, как мы прекрасно и гармонично здесь живем. Они будут видеть все собственными глазами. И вот тогда действительно Булгарская земля... Вы знаете, я 20 лет тому назад был в Дивеево. Буквально в 600 метрах от монастыря Дивеевского мне предлагали 15 соток земли за 100 тысяч рублей. Вы отказались? Ну, меня как-то тогда... Смутило что-то, да? Ну, не то, что даже смутило. У меня как-то... Ну, наверное, я еще был молодой, и духовность-то она с годами приходит. Но, в принципе, бизнесмен вот в плане вложений в этом предложении я просчитал. Потому что сейчас 15 соток в Дивеево стоит не менее 100 тысяч долларов. Ну да. Понимаете? Вот она. А не нужно забывать. Жители Татарстана, а в первую очередь в крови у татар, это торговля. Это хорошая коммерческая жилка. Поэтому можно многое говорить там о духовности, обо всем, но при этом не нужно забывать о том, что все должно себя окупать. И, например, я прекрасно понимаю, вот проехав по Булгарам, посмотрев прекрасную там мечеть, там отель, посмотрев здание самой академии с кампусами, где будут проживать там слушатели. Но я как человек, хозяйственник и бывший чиновник, управленец, я знаю, что это дорогое удовольствие само по себе. И я, честно сказать, Камиль Шамильевичу, бывшему моему руководителю, здесь где-то не завидую. Потому что это действительно очень нагрузка серьезная, финансовая. Это надо содержать, конечно. И, естественно, нужно все монетизировать. Так вот, именно создавая вот этот вот кластер в Булгарах, вы поймите правильно, вот здесь нужно, Дмитрий, чуть-чуть отступлюсь, здесь нужно понимать один момент. Истинные святыни, их никогда не подменишь. Вот если мы посмотрим историю, мы знаем, что в Подмосковье был построен Новый Иерусалимский монастырь. И мы прекрасно знаем, с какой целью он строился. Вот. То есть, когда грянул раскол, именно стоял вопрос о том, что, так скажем, это будет святое место, так скажем, новый парк, назовем ее так, которая образовалась в связи с церковным расколом. Да. Но сколько бы усилий, сколько бы царских денег, императорских потом денег, чего бы туда ни вкладывалось, все-таки Новый Иерусалимский монастырь не подменил Святую Гору и Иерусалим, который мы имеем исторически. Это центр православия. Конечно. Точно так же это такой же духовный центр ислама. Мы знаем об этом прекрасно. То есть весь смысл в чем? Я прекрасно понимаю, что все те, кто прорабатывали этот проект, вполне допускаю, они рассматривали создание некого такого духовного центра ислама здесь у нас. Потому что, вы знаете, я удивлен был, когда где-то год-полтора тому назад до меня стали доходить слухи о том, что Булгар именно уже вот в простонародье начинают называть Северной Меккой. Меккой. Именно Меккой. Понимаете? Северная Мекка. То есть есть южная, куда 2-3 миллиона мусульман каждый год на паломничество ездят в хадж. Понимаете? А это вот здесь воссоздается северная. И когда я немножко углубился в этот процесс, я знаю, что, оказывается, были и по дипломатическим каналам некие неприятности у нашего МИДа, я имею в виду российского, что были возмущения со стороны Саудовской Аравии и Иордании о том, что, видите ли, там Российская Федерация, используя фактор мусульманского Татарстана, хочет создать некую такую мусульманскую автономию. Свою. Понимаете? Видите? Буквально. Вот чуть-чуть. И как идет искажение. Хотя я прекрасно понимаю, что Республика Татарстан здесь однозначно никакую Северную Мекку не планировалось создавать.
Это действительно создается как некий историко-архитектурный комплекс, который действительно уже состоялся, но я думаю, у него еще огромное будущее, если это будет делаться совместно как духовным управлением мусульман России, так и духовным управлением нашей русской православной церкви. И я считаю, что вот, кстати, в 1229 году будет 800-летие представления Авраамия Булгарского. Мы же любим на десятки лет так это, планы ставить. Да. Но почему бы не поставить себе целью, что в 2029 году здесь в рамках российского масштаба осуществить проект создания духовного центра «Болгар». Это, по-моему, очень где сильно. будет открытие и собора, освящение собора, приедет там патриарх, приедет президент России, первые лица государства будут, первые лица республики будут. И вот тогда, я считаю, эта земля, она вдохнет. И мы действительно получим уникальную площадку. Те туристы, которые будут путешествовать по Татарстану, мы дадим прекрасную Казань, мы дадим прекрасный Булгар, а потом на следующие лет 20-30 займемся Елабугой. Вот и все. Вот он туристическая ось для Татарстана. Ну, Евгений Анатольевич, вы прям, я не знаю, нарисовали перспективу, как вы говорите, на ближайшие 10 лет. Ну, для нас, конечно, и для православных людей, я думаю, очень это приятно и для сердца. И хотелось бы, конечно, чтобы духовный центр в первую очередь отвечал своему названию. Духовный центр. Ведь вопросы мира, взаимного сотрудничества и доброго сожительства сейчас в мире очень острые. Ну, вы, как политик, прекрасно знаете, что у нас происходит и где происходит. Если немножко отвлечься и затронуть туристический кластер, о котором вы говорили. Сейчас есть, да, прекрасный музей-заповедник под открытым небом. А вот в рамках того, что вы сказали, какие-то вот перспективы на 10 лет вперед, может быть, по вашему мнению, что-то сможете вы рассказать нам? Ну, вы знаете, здесь, конечно, я считаю, во-первых, должен быть разработан сам концепт. Каким мы видим. Вот это, конечно, должно быть услышано общественное мнение. Это обязательно прямое участие представителей Русской Православной Церкви для того, чтобы концептуально это как-то представить. Во-вторых, конечно, здесь должно быть понимание научного мира. Я, насколько знаю, те археологические работы, которые здесь проводились, они как раз-таки начались с 9 века. Вот, пласт был снят с 9 века. Ну, это оно, наверное, понятно, потому что ислам был принят на этой земле болгарской в 922 году. Но мы, насколько знаем, и это источники говорят о том, что здесь есть исторический пласт и 6 века. Поэтому... Глубже. Глубже. Глубже, да. Поэтому, но хотя некоторые источники вообще указывают и 4 век. Вот. В связи с этим, я считаю, конечно, принципиально на государственном уровне должен быть поднят вопрос, это расконсервации, продолжения археологических изысканий. Однозначно. Либо это в Казанского федерального университета можно реализовать. Это прекрасная уникальная площадка. Не нужно никуда на Алтай ехать, в Сибирь нашим студентам, археологам будущим. Они могут это все под рукой, так все, да, под рукой делать. Это первый момент. Второй момент. Это, конечно, так скажем, должен быть проделан большой объем работы именно по, как сказать, формированию всех тех источников, обработке и анализу для того, чтобы уже в рамках, например, Казанской митрополии выпустить уже с привязкой к болгарам житие того же Авраамия Булгарского. Потому что мы, насколько знаем, он чудотворец не только болгарский, но он еще и владимирский чудотворец. Вот.
Следующий момент, конечно, который хотелось бы отметить, это, так скажем, республике нужно приложить усилия для того, чтобы вот в тех путеводителях, в тех исторических справках, в которых на сегодняшний момент указывается о булгарах, как о священном месте принятия ислама булгарами, вот, все-таки обязательно должны быть внесены корректировки, должны быть внесены поправки для того, чтобы были отражены годы и события, связанные с тем же Авраамием Булгарским. Не нужно забывать, здесь не только Авраамий, есть и еще. Федор Булгарский. Федор Булгарский, совершенно верно. Поэтому работа, конечно, предстоит большая, серьезная. Конечно, здесь можно объявить конкурс о видении создания этого мемориального комплекса. В Казани прекрасные есть архитектурные мастерские, и частные, и государственные, которые, я думаю, с радостью в виде конкурса возьмутся за эту работу, потому что здесь во многом вопрос стоит не столько заработать денег, а сколько даже само участие, это же как сопричастие к великому историческому событию. К очень великому. Да. Поэтому, ну, здесь я считаю, что когда осознание у руководства республики придет, что действительно нужно вот эту ветвь православную в Булгарах начинать развивать, потому что поймите правильно, ее развитие неизбежно, оно будет. И я скрывать не буду, вот, а я однажды давал интервью в Институте стран СНГ, и я в открытую сказал: мудр будет тот, и в историю войдет тот, кто первее начнет это. Поэтому ни для кого не секрет. Да, вот Ментимир Шарипович прекрасно вошел в историю. Уже даже вот воссозданием этого комплекса, который мы на сегодняшний момент. Кто это будет? Рустем Нургалиевич, кто следующий ли правитель будет? То есть, по-любому, православие, оно отсюда никуда не денется. Ну, вы, конечно. Дмитрий, вы сам житель Булгара и прекрасно знаете. В самом Булгаре 80% проживает православных. Да, как бы это интересно не звучало. Понимаете? Тут вот тоже вопрос у меня к республике такой есть. Ну, понятно, такие серьезные мероприятия, и понятно, что деньги здесь освоены немалые, но, по крайней мере, я думаю, тот же храм, ну, можно было восстановить, я не знаю, да и в конце концов построить основательный кирпичный храм того же Авраамия Булгарского. Вот. А на сегодняшний момент, ну, я еще раз говорю, можно, конечно, оставить и старый деревянный храм, можно тут включать некие рычаги и всячески пытаться выдавливать, но из души человека веру не выдавишь. Понимаете? И это прекрасно понимают и мусульмане, и это прекрасно понимают православные. Поэтому я думаю, что у булгарской земли огромное будущее. И я еще раз говорю, тот правитель, который быстрее опомнится и который начнет созидать и воссоздавать и отдавать дань булгарской земле, ну, так скажем, будет первым в этом плане. Ну, а мы со своей стороны, естественно, поможем. Мы со стороны там, федерального центра и республики, и русской православной церкви, выстраивая именно диалог. Вот. Диалог – это ключ вообще, на самом деле, к решению очень многих проблем. Вот сейчас говорили, нам наши зрители написали несколько вопросов. В частности, вот Володя Петров. И у нас, так как на Ютубе очень много ников интересных, я иногда просто в восторге бываю. Вот, например, ник ХАСДС. И вопрос примерно одинаковый. Добрый день. Насколько эти планы реальны и когда может начаться реализация данного проекта? И второй вопрос. Какие сроки будет создан духовный центр? Ну, примерно об одном и том же. Ну, то, что план абсолютно реальный, это однозначно. Я еще раз говорю, как бы в данный момент мы и наши фонды благотворительные, которые с нами сотрудничают, и научный институт, который с нами сотрудничает, мы проводили круглый стол по тематике Булгар в Институте стран СНГ. В принципе, она тема уже на слуху. Дело времени. А то, что касается создания именно строительства, но так как я в бытность
отвечал частично там за воссоздание Казани к тысячелетию, сам занимался строительством, курировал строительство. Но, в принципе, на мой профессиональный взгляд, все в комплексе можно реализовать за 7-10 лет. Не так долго, на самом деле. Да, 7-10 лет. Потому что здесь нужно однозначно разбить на несколько этапов. Первый этап – это однозначно строительство собора. Это первое. Это в том числе и в плане вот взаимодействия с нашей русской православной Конечно, церковью. Насколько конечно. это сильно поднимет в регионе. Конечно. Но вы посмотрите, вот если принципиально политическое решение по собору Казанской иконы Божьей Матери был решен вопрос, вы посмотрите, какими стахановскими темпами идет строительство. И насколько сейчас мы, вот проезжая в сторону Казанского Кремля по Ленинской дамбе от улицы Декабристов, насколько мы видим, как гармонично и великолепно он вписался. Как тут стоял. Как будто он действительно на этом месте был. А вы посмотрите, как он гармонично, башни Дворца Земледелия гармонично сливаются с куполами собора. Конечно. А как они делают богатым сам Кремль. Они его делают более красочным. Вот, пожалуйста, пример. И поэтому здесь точно так же. Конечно, работа предстоит большая, творческая работа в первую очередь, потому что однозначно такими вещами должны заниматься профессионалы. Они и в республике у нас есть, они есть и в Москве, они есть и в Санкт-Петербурге. Но я думаю, что власти республики такой шанс, мало того, что действительно создание такого уникального центра именно на территории республики, они не упустят. Это мое личное мнение, ну, посмотрим, как бы. Ну, считаю, что это будет опрометчиво, учитывая, что в плане, я уже говорил, бизнеса, в этом плане татарская элита нос по ветру держит очень хорошо. Будем на это надеяться. Нам также еще вопрос прислали в течение эфира. Вы затронули историческую тему. И вот Марина Кефер спрашивает. Доброго всем дня. Скажите, есть ли связь между историческим происхождением названия города Болгар или Булгар, как говорит гость нашей программы, и страной Болгария? Спасибо. А это ветвь. Вот Болгария, она как раз таки, ну, я скрывать не буду, я как бы не историческими науками занимался, но мы этот вопрос озвучивали и получали ответ от специалиста, что как раз таки Болгария осела одна из ветвей отсюда Волжской Булгарии. Вот поэтому и пошло как бы название Болгарии. Насколько я знаю, есть. Да. Спасибо, Евгений Анатольевич. Но я думаю, что на первый раз время нашего эфира постепенно будет подходить к концу. Благодарим вас, дорогие братья и сестры, что были нашими зрителями. Благодарим вас за наши вопросы. Пишите в комментариях, понравился ли вам наш новый формат. Евгений Анатольевич, благодарим вас за то, что были сегодня у нас. До новых встреч, дорогие братья и сестры. Храни вас Господь.